Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Фонтаны и общественное пространство в самом центре села. В Хатасах состоялось торжественное открытие досуговых объектов. Хрустальный, лазурный и речной. Смена детей в Артеке, пострадавших от лесных пожаров, подходит к концу. До старта уже недалеко. В Якутске состоится открытый полумарафон. Узнаем об этом более подробно в режиме прямой связи. Горная тундра и отрыв от привычных современных условий. Специалисты фабричной участковой избирательной комиссии уже не в первый раз отправляются в перелет по выборным делам и собирают в хаирских стадах 14 голосов избирателей. В Государственную Думу внесли законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе профильного комитета по госстроительству и законодательству. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления в отношении 2 и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст авторы инициативы предлагают поднять до 18, расширив тем самым возможность применения пожизненного срока к рецидивистам. Ко дню города Якутска в селе Хатасы торжественно открыли несколько досуговых объектов. Подробнее о новых центрах расскажет Марферина Алексеева. Центр «Инва-игротека» для людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня начал принимать своих первых посетителей. Центр удалось открыть благодаря гранту городского проекта «Народный бюджет». За счет выделенных средств были закуплены настольные игры. В селе Хатасы живет более 8 тысяч. И вот из них, в том числе 300 человек, люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Так как далеко, например, в город ехать, это каждый раз куда-то ехать им. Или, например, чтобы досуг полезный для них, мы решили досуговый центр открыть. Это настольные спортивные игры. Она очень популярна во многих странах, вообще по всему миру. А так даже проводятся чемпионаты, международные, всероссийские турниры проводятся. Это для ихнего общего, для повышения здоровья, для улучшения, как реабилитация. Дан старт и виртуальному музею под открытым небом. Онлайн-музей рассказывает о людях, в честь которых названы улицы села. Экскурсионный маршрут реализован в рамках проекта «Вперед в прошлое». Первый QR-код помещен на дом родственников кавалера ордена Ленина и заслуженного механизатора Рожа Николаева. Мой отец в основном трактористом на село Хатасы, зеленоводом трактористом был. И он рабочий, мы рабочие. В семье выросли, научил на работе, мы все семейные подряде, все механизаторы, как отцовский чин взяли, и мы рады сегодняшней проекте. Этого ждали все жители Хатас. Наконец, у них появились фонтан и общественное пространство в самом центре села. И теперь здесь можно интересно проводить время всей семьей. Раньше здесь было болотистое место, 10 лет назад. Здесь сделали сквер, посадили деревья. Деревья садили школьники, ветераны, жители села Хатасы. А в этом году сделаны скамейки, поставлены столы, где могут играть наши дети. И беседка поставлена. Еще одно значимое событие. После долгого перерыва возобновил работу музей истории села Хатасы. Экспонаты музея из года в год собирали сельские школьники разных лет. Также состоялось долгожданное открытие музея Хатасов. Сегодня Хатасы динамично развиваются, уже более 7 тысяч человек живет. Есть хорошая долгая история по созданию самого села,
по совхозу, который здесь работал, ну и по людям, которые здесь жили, в том числе по героям Великой Отечественной войны. Это все благодаря труду и вкладу местных жителей, ну а также поддержке народного бюджета. Такие проекты должны поддерживаться народным бюджетом, который вовлекают и объединяет население вокруг правильных и хороших идей и начинаний. Торжественные мероприятия в селе приурочили к 389-летию Якутска. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Хатасы. На сегодня в России насчитывается всего чуть более 1,5 миллиона поголовья северных домашних оленей. Из них 77% разводит Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий край и Якутия. В Хабаровском крае в помощь местным, практически исчезающим кочевьям пришла дополнительная помощь от государства. О том, как наши соседи, оленеводы Аяна-Майского района пытаются сохранить и приумножить свои чуть более 200 голов северных оленей, расскажет Анна Васильева. 300 километров, наконец, позади. Перевести через крутые хребты Джукджура и горные речки стадо в 60-70 голов. И все, пусть и нехитрое хозяйство, задача непростая. Есть потери у стада, 7 оленей не смогли пройти испытания горными перевалами. Однако все же община добралась до места назначения на базу морскую у села Чумика. Конечно, путь был у нас тяжелый, да, далеко ехать. Еще стояла вот жара, зной, духота вот это вот. Как у нас-то там попрохладнее, ну там, с Маймаканской стороны. А когда сюда перевалили, здесь очень было душно и жарко. Олени вот идут, шты открывают, воды, ключи все засохшие. Вот олени бедные терпели, пока мы не дойдем до следующей речки, до ключа, и вот поили. По дороге что мы? Медведей видели. Собаки у нас вон охотничьи, угоняли их. Видели, прям днем они ходят там. С нашей стороны тоже там медведей много, очень наглые. Прям на табор приходят днем, ничего не боятся. Даже ночью приходят. В темноте как стрелять? Собаки лают. Пути дела есть у каждого. С самого раннего детства юные оленеводы приобщаются к традиционным навыкам своего народа. Эти знания порой важнее школьных, ведь в тайге только они спасают жизнь. Юба. Отростков много. Интересно, да, рогаровка? Первый раз вижу. А вот дрался, поломал. Он с детства все знает. Он в тайге мы жили, я в поселок раньше выезжал, он оставался с отцом, с Андреем. Маленький, 6-7 лет, сам за оленями. Летом Андрей его оставляет, сам уходит. Он дымокуры топит, все делает. Но навыки есть, чтобы как в тайге выжить. Детей мы учим к этому, да. На помощь тайге никто не придет, да, только надеяться самому на себя. Чтобы обосновать новые земли, нужны молодые олени. Старых оставляют на прежних местах. Эти умные животные прекрасно запоминают дорогу и могут вернуться, невзирая ни на какие трудности. Молодых взял. Ну, они, чтоб не убежали, молодых берем. Если старого взял, вы видите, какие большие, они запоминают всю дорогу, они могут прибежать сюда. Город Джукджур, который пришлось преодолеть общение, разделяют весь Аяна-Майский район на 2 климатические зоны. В том числе поэтому это не только самый большой и отдаленный, но и географически наиболее сложный район Хабаровского края. На сегодня здесь проживают менее 2000 человек, из них чуть меньше половины – эвенки. Молодежь покидает родные края и не хочет заниматься оленеводством. На самом деле, при таком поголовье, это здесь, скорее всего, это не отрасль, это мы рассматриваем как все-таки это сохранение традиционных видов деятельности местного населения, наших эвенков, которые проживают, потому что на сегодняшний момент с каждым годом все меньше тех людей, которые бы хотели заниматься и умели бы заниматься данным видом деятельности. С этого года к краевой субсидии по поддержке коренных малочисленных народов Севера добавились средства господдержки. В этом году это чуть менее 2 миллионов рублей из федерального бюджета. Оленеводы Хабаровского края надеются, что с такой помощью все же смогут сохранить традиции и обычаи своих предков. Анна Васильева, Александр Адамов, Хабаровский край. В Москве начала свою работу 16-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2021». Якутию представляют сразу несколько коллективов. Это и мастерицы по шитью, и ювелиры, и представители коренных малочисленных народов Севера. Мероприятие проходит сразу на нескольких площадках. Самые главные павильоны посетила наш корреспондент в столице Айсена Бурнашова.
Целая Северная улица раскинулась сегодня в парке Сокольники. Юрты, яранги, чумы, привезенные из разных регионов страны, выстроились в один красивый ряд. Якутия представила сразу 2 северных жилища, и здесь на входе гостей встречают вот такие меховые изделия, а внутри хозяйка дома угощает национальными блюдами. Здравствуйте! Здорово! Мое самое любимое блюдо – это оленей язык. Ну, ее, конечно, все любят. Это старые забытые традиции называется. Угу. А еще панты, сушеное мясо, дичь и рыба – не просто блюдо, а кулинарное наследие Севера. Все яства приготовлены по старинным рецептам, которые испокон веков передавались от поколения к поколению. Большое внимание участники уделили и самому жилищу. Кстати, юрты или яранги, как принято их еще называть, до сих пор остаются неотъемлемой частью жизни на Севере. Мы сегодня представляем 2 вида жилища. В одном мы показываем традиционное, в котором наши кочевники, оленеводы, охотники, рыбаки. Вот ярангу мы сделали из не дерева, а современные технологии, которые наша Россия и Канада вместе сделали. А вот это рядом у нас уже технологии, которые наша российская. Оно действительно тоже собирается быстро, очень аккуратно. Север не только про быт, но и красоту. Эстетика национальной одежды народов Арктики презентована в соседнем павильоне. Эвены, эвенки, ненцы, якуты – каждый постарался привести свой лучший комплект. Например, Анна Николаевна Семенова показала традиционное якутское пальто, вышитое вручную. У мастерицы каждый узор хранит вековую историю, каждый шов имеет сакральное значение. Передняя часть пальто украшена оберегами Бесхарах. По преданию предков, пальто рассказывает об истории народа или конкретной семьи. Это не просто стильная вставка из металла, а целый рассказ о богатстве рода, об их детях и внуках. Сокровища Севера не просто выставка, но и конкурс. Каждую экспозицию, блюдо или костюм будет оценивать независимое жюри. Результаты станут известны уже в это воскресенье. Все участники, конечно, надеются завоевать призовые места, но рассказать о традициях народа и передать эти знания будущим поколениям для них важнее всего. Как затем? Это уже наши традиционные работы, наши традиции. Поэтому мы передаем молодым. Айсана Пурнашова, Джур Березкин, Москва. Смена отдыха детей из Якутии в Артеке подходит к концу. 56 детей из населенных пунктов республики, пострадавших от лесных пожаров, стали частью большой 1,5-миллионной семьи артековцев. Дети совершили визит в музей космоса во дворце Сууксу, учатся в легендарной артековской школе и посещают кружки дополнительного образования. Также ребята из Якутии принимают участие в творческих и спортивных событиях, развивают новые навыки, покоряют аюдак и заводят новых друзей. Связь с родными дети поддерживают через вожатых и онлайн-трансляцию, в которой всем родителям предоставлен общий доступ. Отметим, что по поручению президента Владимира Путина и Министерства просвещения России Артек принял детей из Якутии, где действовал режим чрезвычайной ситуации. Советы давайте, 26 августа к нам прилетело 56 человек и детей из Якутии. Зачислены они в детский лагерь «Речной». Пребывать они будут 21 день в смену. Осваивают программу смены, которая называется «Морская феерия Артека», и также программу лагеря. Отлично отдыхаю. Очень хороший лагерь. Здесь очень хорошо кормят. Здесь очень большая территория. Здесь, короче, море есть. И в школу ходим. Я очень хорошо отдохнул от этого пожара. Я теперь понял, что я буду везде участвовать, пытаться везде занять места первые. Для чего, чтобы сюда прилететь? Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации победителей и призеров 16-х Паралимпийских летних игр. Так, кавалерами Ордена Дружбы стали 39 спортсменов. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени будут награждены 37 спортсменов, в числе которых мастер спорта международного класса по стрельбе из лука якутянка Степанида Артахинова. Еще медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени будут отмечены 38 спортсменов.
Сегодня Якутску исполняется 389 лет. В честь праздника горожан ожидают различные мероприятия, которые из-за действующих ограничений преимущественно проходят онлайн. Одно из немногих очных мероприятий – якутский полумарафон, который проходит в эти минуты. Подробнее о нем нам расскажет наш корреспондент Петр Васильев. Он сейчас с нами на прямой связи. Петя, здравствуй, передаю тебе слово. Надя, приветствую. Действительно, буквально несколько часов назад дали старт 5-му юбилейному якутскому полумарафону. Отмечу, что самое масштабное беговое мероприятие города проходит в условиях действующих ограничений. Старт 5-го полумарафона несколько раз переносили. Сначала из-за пандемии, затем из-за неподходящих погодных условий. Но вот сегодня торжественно, в День города, наконец-то стартовали. Отмечу, что мероприятие проходит с соблюдением всех необходимых санитарных требований. На входе работает так называемая термометрия. Все участники имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Ну а мероприятие проходит без зрителей. Что касается дистанции, их 3 типа на 5, 10,5 и 10, на 5, 10,5 и 21 километр. Ну, так как мероприятие уже близится к своему логическому завершению, часть марафонцев на 5 и 10,5 километров уже возвращаются, ну а полумарафонцы истинные, которые бегут на 21 километр, все еще продолжают свое движение. Отмечу, что в связи с этим часть центральных улиц столицы республики перекрыта с 7 утра до 11 часов дня, поэтому автомобилистов просят заранее планировать маршрут и готовить пути объезда. Что касается тех, кто участвует в забеге, всего их порядка 1000 человек. С одним из них нам удалось пообщаться на финише. Вот что рассказал нам финалист забега на 5 километров. Предлагаю послушать. Обычно готовлюсь с тренером. Мы работаем каждый день. 2 раза в неделю делаем беговые работы и кроссы. Дистанция на 5 километров, она как бы чуть-чуть надо бежать быстрее, да, чем вот длинные дистанции. Надо работать как бы. Вообще-то я зарегистрировалась на 21 километр, но так как у меня вот тренировки мало было, я выбрала 5 километров. Надежда, буквально несколько минут назад сюда прибежал первый полумарафонец. Первым здесь пробежал дистанцию в 21,1 километр Айсен Васильев. Вот сейчас он уже на старте, отдыхает. Все остальные продолжают свой путь. О финальных результатах этого спортивного мероприятия мы расскажем в дальнейших эфирах. К этому часу у меня вся информация. Надежда, передаю тебе слово. Благодарю, Петр. Действительно, полумарафон – то самое мероприятие, которое укрепляет не только тело, но и дух. Напомню, с нами на связи был наш коллега Петр Васильев. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.